На объекте трудится порядка 80 рабочих, чтобы уложиться в сроки. Возводить новую школу в Далаково начали год назад. Строительно-монтажные работы здесь уже завершены. Сейчас занимаются внутренней отделкой здания. Идет настилка полов с ламината, идет монтаж подвесных потолков, идет внутреннее благоустройство, тротуары, асфальт, площадки готовятся под покрытие. Все, ожидаем поступления МАФов, их смонтируем, а внутри остается только мебель. Открытие школы местные жители ждут не дождутся. Новый объект решит вопрос с загруженностью учебных заведений в селении. В Далаково 2 школы. К примеру, в этом образовательном учреждении учатся свыше 500 школьников. А ведь она рассчитана всего на 320. Открытие новой школы позволит нам работать в одну смену. А это значит, работа дополнительного образования будет осуществляться, кружки по интересам, предметные кружки, секции. То есть мы заживем хорошей, веселой жизнью ученика. Из этой школы в новую перейдет порядка 200 учащихся. Одна из них – Ясмина Манкеева. Девочка отучилась здесь 7 лет. Признается, что расставаться со старой школой не хочет, но она также в предвкушении чего-то нового. Так как эта школа находится гораздо ближе, чем эта, ходить туда будет более удобно. Также там будет первая смена и больше места. Поэтому я очень хочу перейти в новую школу. Меня радует, что со мной также перейдут в новую школу некоторые из одноклассников, а также из учителя. Новая школа в Далаково рассчитана на 720 мест и строится по нацпроекту образования. Она отвечает всем современным учебным стандартам. Просторные кабинеты, актовые и спортивные залы, пищеблок, столовые, кабинеты по обработке древесины и металла для мальчиков, а также классы кулинарии и шитья для девочек. Предусмотрели еще и 2 лифта. Огромное внимание в проекте школы уделили здоровью детей. Прививочная, процедурная, кабинет медсестры. Здесь также выделили кабинет для стоматолога. Сложные хирургические операции с анестезией здесь не проведут. Школьнику выпишут направление в поликлинику, а вот пломбу поставят. Работа на объекте проделана немало. Здесь есть 2 пожарных резервуара по 300 кубов, своя автономная котельня, трансформаторная станция и дизельный генератор. Трудности у специалистов были с тем, что школу возводят на склоне. Землю пришлось вывозить и всячески укреплять основания. Поэтому вокруг учебного заведения также кладут георешетку и растительный слой. Вот-вот начнут благоустройство прилегающей территории. Вот сейчас мы находимся на территории стадиона, где будет футбольное поле, круговые беговые дорожки, прямая беговая дорожка и полоса препятствий. Из ограждения вот этих футбольного поля и этих полос спортивных будет производиться вот таким мягким резиновым бордюром. Вот он гнется и так, и вертикально, и горизонтально. Выставляется он точно так же, как бетонный, технология одна и та же монтажа. Но это позволит не допустить ушибов при падении. По словам специалистов, практически все виды работ завершены. Мебель закуплена, все коммуникации, кроме газа, подключены. Надо сначала быстрее подать тепло, потом только ставить оборудование, потому что оборудование можно из строя уйти. Но этот вопрос тоже заказчик решает. Регулярно руководство заказчика посещает объект и руководство управления строительства. И госинспекция тоже. Постоянно правительство, объект постоянно под контролем. Завершить строительство школы обещают в октябре. По проектно-сметной документации сдача объекта запланирована до конца года. Хава Гайзикова, Асхаб Белакиев. Новости 24.